Так вот. Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 8 марта 2024 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале Reality в YouTube и на канале Аслан Арцуев TikTok. Друзья, я вас всех приветствую. Так, стрим сегодня у нас дневной, незапланированный. Время 15:58 по Берлину, 16:58 по городу Джохару. Друзья, я вас сердечно приветствую. Сейчас я включу свой стрим. Звук, видео, 10. Витаю. Спасибо большое. Вот это я понимаю деловой подход Black Flam. Сразу заходите, сразу говорите, какой звук и видео. Отлично, спасибо вам. Алейкум салам, Шамиль. Алейкум салам. Такс. Так, друзья, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, распространяйте ссылку на наш стрим. Так, нормально так, на прошлый эфир на русском ботов нагнали. Да, и в прошлом эфире и на чеченском тоже нагнали ботов. И вот в последнее время у нас, не знаю, с чем это связано, какой-то прорыв идет канала. За последние 2 недели подписалось больше, чем за весь прошлый год. Вы можете себе представить? За весь 2023 год подписалось меньше, чем за 2 недели. Ну, там подписывались, но там отписывали. Они не просто сидели без дела, они отписывали там всех моих подписчиков. Вот такое вот было дело. И теперь активизировались. Я не знаю, с чем это связано. Блокировка с моего канала до сих пор полностью не снята. Наш канал YouTube Reality еще не имеет монетизации, ну и так далее, и так далее. На территории фашистской России запрещен канал и так далее, и так далее. И они всячески на него оказывали давление. И вот когда я заходил на стрим с компьютера, бывало там 300-400 меня смотрят человек в день, в среднем где-то. А сейчас эта цифра достигает там 1200, 1600. Бывает, вот вчера, правда, на чеченском языке не так было много людей. Как-то так, друзья. Так, привет, дорогой из Израиля. Шалом, Израиль. Витаю вас. Как-то так, друзья. Давайте я вам сейчас зачитаю тогда сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины по нашей традиции. Американцы предупреждают своих граждан на Рашке не высовываться, ждут Рязанский Сахарок. Да, Шамиль, абсолютно верно. Сегодня посольство Соединенных Штатов Америки в фашистской Русне заявило о том, что неминуемо в течение 48 часов произойдет террористическая атака в Москве. То есть в течение 2 суток что-то произойдет, сказали. Когда они нападали, это радио, это «Голос Америки» нам рассказывает, когда они нападали на Украину в 22 году, широкомасштабно, когда нападали, нападение фашистской России на Украину, американские спецслужбы, американская разведка назвала возможно неминуемое нападение. Возможно неминуемое нападение. То есть тогда надеялись на благоразумие фашистской России Путина. Сейчас же на благоразумие тех, кто собирается проводить в Москве атаку, ничего не сказано. Значит, оно будет неминуемо. Американские спецслужбы, в принципе, лучше всех разбираются в этом мире. Кто что готовит.
Доброго времени суток. Витаю вас. Кривой Рог, Днепропетровская область. С вами мои витания. Спасибо, Виктор, Пабло. Всех я вас, друзья, приветствую. Слава Украине. Так. Витаю, слава Ичкерии, героям слава. Максим, витаю вас. Так, ну давайте от Генерального штаба Сбройных сил Украины. Как мы знаем, русские несут колоссальные потери, колоссальнейшие потери. Просто это уже ни в какие ворота. Последние дни я вот в Фейсбуке так просматривал, 1200, 1000 русских оккупантов уничтожается или получают увечья. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 880 террористов, пришедших на украинскую землю. Итого их цифра достигла приблизительно 422 310 бандитов. 11 танков уничтожено за прошедшие сутки, 19 боевых бронированных машин, 25 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 3 антиаэркрафт, самолеты, вертолеты. Сегодня птичкопада не было, но очень много русские теряют самолетов, особенно в последнее время. Так, БПЛА-35 уничтожено, 66 автомобильной техники и цистерны и 9 спецтехники. Слава ЗСУ, слава Украине. Ва алейкум салам. Охо. Так. Смотрите, смотрите, к нам заходят эти. Тролли заходят, тролли. Они сейчас еще активизировались, потому что стрим не запланированный. Именно поэтому я его пытаюсь не планировать теперь, потому что они готовятся к тому, что у меня стрим, и начинают всячески тут нам мешать. Будем мешать. Так, вот Руфат Мастера слушайте. Вот он ставит лайки. Спасибо тебе за лайки, дорогой. И стал подписчиком. Так что я приветствую вас, Руфат Мастер. Так, ну давайте. Ну что вы здесь? Оказывается, тут надо перемотать. Сейчас я буду смотреть отсюда. И буду отвечать на ваши вопросы. Ассаламу алейкум. Салам. Ага, ночью ему отбежал. Ага, понятно. Салама хаица, ты недостоин. Так, салам из Израиля, слава Ичкерии, слава Украине. Героям слава Исаия. Витаю вас. Асан, нас ведь всех на убой отправят по икрахом туда. Что значит по икрахом? Я не понял. Здравствуйте, Леонид, здравствуйте. Ассаламу алейкум, брат. Какова цель твоих стримов? Я так не знаком особо. Но, Виктор Кот, моя цель моих стримов, цель привлечь внимание к проблеме чеченского народа, к войне в Украине, к преступлениям фашистской России, привлечение к уголовной ответственности военное и политическое руководство фашистской Русни и деоккупация Чеченской Республики Ичкерия. Ну, соответственно, конечно же, и Грузии, и всех территорий, которые фашистская Россия оккупировала. Ну и полная победа, безоговорочная победа великой Украины над фашистской арабской Россией. Вот мои цели, если кратко. Ассаламу алейкум, брат, какова цель-то? Это было? Уважаемый Асан, что думаете о вчерашней речи Байдена? Максим, я ее не всю посмотрел, так как просто уснул банально. Но я посмотрел начало про Украину и так далее. Я скажу, что речь, как обычно, хорошая у Байдена. Несмотря на то, что Байдену 81 год, он обладает великолепной памятью, четко рассказывает огромные
без бумажки тексты, читает, ну, говорит. Но некоторые вещи, которые были сказаны, что Украина, если проиграет и Россия победит, что Путин на этом не остановится и так далее, и так далее, мне казалось, что вот эти слова уже неуместны. Он обратился в зал и сказал, что если кто-то считает там и так далее, я не думал, что кто-то еще может считать в Соединенных Штатах, что Путин, ну, в этом здании, в Сенате, где они там сидели, где он выступал, или ну, не знаю, где это было, короче говоря. И вот жмем лайк, да, Евгений? И вот это мне не понравилось, вот в этих словах, что кто-то есть, кто-то хочет еще как-то надеяться договориться с фашистской Россией. Ну, это, я надеюсь, исключено. Зачем ты повесил флаги так? Асан, как думаешь, смогут ли на выборах снести из президента Путина, когда Навальный умер? Нет, конечно, Путина снести это не сможет. Ну, Навальнята и не ставили цели снести Путина. Навальнята ставили целью рассказать о богатствах вот этих людей. Потому что, как мы знаем, на России, когда у барина раньше как холопы делали, у них у самих, кроме из бересты сделанных там лаптей, у них ничего не было. Поэтому они хвастались друг перед другом домом, богатством своего хозяина. И они говорили, вот у моего хозяина больше дом, у твоего хозяина меньше дом. Ну и вот такие вещи. Поэтому Навальнята не собирались смещать Путина. У них не было этой задачи. Это был симулятор. Навальный был симулятор. Не знаю сейчас, что из этого вырастет, что из этого получится, вот из этого ФБК. Но при Навальном это, мои наблюдения были именно такими. Сейчас Путина не свергнут выборы, если будут. Единственное, что может свергнуть террористический ФСБшный режим фашистской России, это украинская армия и натовская армия, которая будет поддерживать людей внутри России, которая будет помогать, вооружать, финансировать и так далее, и так далее. Скорее всего, Украина уже активно уже в этом направлении работает, созданы разные фракционные комиссии, группы, которые занимаются деимпериализацией фашистской России. Из денацификации и демилитаризации у нас получилась деимпериализация. И в ближайшее время, как говорят разные источники, официальные источники, в том числе в Америке, на Западе тут, год-два может это продлиться. Но может это их уловка, это их хитрость, чтобы Россия там что-то как-то там они расслабились, там еще что-то. Этого я не знаю. Может они завтра же готовы стереть лица земли Путина вместе с этими террористами. Но посмотрим, будем наблюдать. Наша задача чеченцев, и всех, и чеченцев, и грузин, и украинцев, и всех, готовиться к поствоенному времени, победе Запада, победе Украины, победе цивилизованного мира над террористической бандой ФСБ. Вот мы должны к этому готовиться. И вот именно, кстати говоря, этим мы и занимаемся. Здесь мы проводим перекличку наших сил, не только чеченских сил, всех наших сил, которые имеются. Наводим мосты, устанавливаем коммуникацию с разными представителями разных народов. Ну и, конечно же, разоблачаем фашистские преступления. Так, слава Украине, слава пацанам, героям слава.
Вот этот мне пишет, Муджахид пишет, Муджахид. Ну, это, конечно же, тролль. Он пишет сперва, что чеченцы это оскорбительно, русская кликуха, которую якобы от ингушей нам присвоили. Обзывает чеченцев, а потом, меня точнее, а потом он говорит, как ты относишься к ингушам? Я должен сказать что-нибудь плохое в ответ на ингушей, и тогда они этот кусок вырежут и пойдут рассказывать, как я плохо отношусь к ингушам. Кстати говоря, это очень часто распространенное такое явление. Например, в Украине, помните, когда начиналась война, батальон шейха Мансура включили в санкционный список. И только после того, как Россия широкомасштабно вторглась в фашистскую Россию, только тогда сняли вот эти санкции с чеченцев. И тогда я, и сейчас я говорю, пока Украина официально нас не признает, не даст нам гарантий, массово туда ехать ни в коем случае никому не нужно. Если специалисты, кто умеет воевать, кто уже имеет опыт, они, да, это их дело. Ну, это поддерживать Украину наша обязанность. А вот воевать у нас людей, мужчин практически не осталось. Наших мужчин, наших взглядов мужчин. И вот эти куски они вырезают и отсылают в Украину, там кому-то показывают, смотрите, весь стрим никто же смотреть не будет. Да, не надо ехать воевать в Украину. И вот эти все, кто меня ненавидят, а меня почти все они ненавидят, ну, все имеются в виду, все пророссийские меня ненавидят, и те, кто ими оболванен. И вот для них важно показать, какой я антиукраинский. Ну, вот такого склада, вот таких вещей, вот такие вещи они делают. Там тоже про Израиль касается, вот сейчас про Ингушетию, про Украину. Ну, вот таким вот образом они нас пытаются опорочить, вызвать отторжение людей, ну, чтобы не верили, не доверяли и так далее. Валейк саламочки, Ире, Машуэль, Сош. Валейк салам, горец, Машуэль. Машуэль. Так. Муджахид, Муацеро, я тебя отправлю далеко, Дел. Так. Все идет по плану. Пока Россия копошится под Авдеевкой и несет огромные потери, Европа перевооружается. Макрон, похоже, уже сделал свой выбор. Да, Максим, совершенно верно. Наша Германия готовится к крупной войне. У нас все силы брошены на то, чтобы военно-промышленный комплекс заработал в полную силу. И то же самое происходит и во Франции, и в Польше, и в других странах. Все страны готовятся, Америка готовится, Запад готовится. Ну, все все по плану, Максим, совершенно верно. Нет, стереть с лица земли не Россию, а террористическую банду ФСБ и Путина, и Патрушева, а не Россию. Россия слишком большая, чтобы ее стирать, и там живут люди, а вы имеете дело с цивилизованными людьми. Вам повезло. В отличие от вас, вы имеете с Западом, с цивилизованным Западом, который, ну, минимизирует ваши потери среди гражданского населения. Ну, точечно уничтожить всех военных. Это, можете в этом не сомневаться. Леонид пишет мне. Как вы относитесь к главе Дагестана Сергею Меликову и в скобках шайтану? Леонид, ну вы меня вынуждаете просто называть его шайтаном. Ну именно так я и отношусь к нему. Ну это военный преступник. Человек убивал чеченцев. И он сейчас, ну как и все на Кавказе, главы и в Ингушетии, и везде все помогали убивать чеченцев.
Поэтому все эти главы являются военными преступниками. Так, Александр Амельченко. Кто ты? Вася? Для тебя, Александр, просто король. Просто король. Так. Ну, ты вообще спамишь и спамишь. Спамишь и спамишь. Сейчас я тебя уберу, чтобы было других прочитать можно. Маршал Хуэль Джонсон. Вот видишь, я тебя удалил, блуд. И все, и прочитал комментарий. Ты понимаешь, что в России 6 тысяч ядерных блоков, и 1500 из них стоят на вооружении. Я понимаю, что ты рассказываешь мне сказки, которые тебе рассказывает твоя пропаганда. Вот это я понимаю. Вам модераторы нужны. Да, Дмитрий, нужны, но у меня были модераторы, я пока отключил всех модераторов, потому что меня внесли в список иноагентов, и я не хочу, чтобы против людей возбуждались административные, потом уголовные дела. Поэтому. И ни один глава не убил столько чеченцев, чем глава Чечни, Вэй Трип. Но возможно, да, возможно, ты прав. Возможно, что Кадыров убил больше чеченцев, чем, например, Меликов. Потому что у Меликова меньше возможностей было убивать. Но Меликов был военным, или там, кто он там, ГРУшник, ФСБшник, военный он, по-моему. И он непосредственно принимал участие. А у одного убил или троих убил, это уже не имеет значения. Фашист, я тебя найду, говорит. Александр Амельченко, а что меня находить? Я здесь, я открыт, пожалуйста, приезжай в Гамбург, я с тобой встречусь обязательно. Давай, Леха, давай. Ответь на мой вопрос выше, если не сложно. Пожалуйста, напиши его еще раз, пожалуйста. Уже отправляются, Максим, отправляются с Кобеевщины. Ватники забывают, что ядерное оружие не только Россия имеет. Они думают, что там США, Англия и Франция пустышки. Киртука, в том-то и дело, что пустышки как раз у русских, у самих, и им нужно понты создавать. Да? Не зря военное искусство учит, что если вы слабы, притворяйтесь сильными. Если вы сильные, притворяйтесь слабыми. Именно поэтому мне приходится притворяться слабым, может, да? Поэтому, конечно, никакого ядерного оружия, оно у них не вылетит за территорию фашистской России. Вот их ядерное оружие. Да, на подводных лодках они могут что-то подвести. Но и в этот момент заканчивается история КГБ, Путина, Патрушева, ФСБ, России. Заканчивается история. Только при одной попытке, при одном намеке просто. Ну, а намеки есть, готовность есть. И мы будем надеяться, что не будут ждать, пока русские нанесут. И убьют столько невинных людей. Сам, нам разве можно воевать на стороне Украины? А почему нам нельзя воевать на стороне Украины? Что ты имеешь в виду? Ты имеешь в виду из религиозной точки зрения? Ну, давай так, я правозащитник, а не мулла, и поэтому я тебе точно сказать не могу. Но я, исходя из логики и того знания религии, которую я знаю, как человек, исповедующий эту религию, я могу тебе сказать, что если человек, все зависит от его намерений, если этот человек пошел в украинскую армию, чтобы, я не знаю, сделать себе славу, сделать себе медаль, карьеру, то это нельзя. Если же человек пошел отомстить за то, что убили столько его сограждан, что его территория оккупирована,
унижена, оскорблена, то, мне кажется, человек абсолютно имеет все законные основания. Есть еще одна причина. Ты не за мести это делаешь, допустим, а делаешь для того, чтобы все вместе одержали победу. Что у тебя нет какой-то личной мотивации мстить, но даже будучи чеченцем. Но ты хочешь, чтобы Украина выиграла, и, соответственно, Россия фашистская проиграла. Это приблизит победу чеченского народа к свободе и к своей независимости. Поэтому я так думаю, что человек имеет право. Я в этом убежден. Не просто я как-то думаю там. Я убежден. Конечно, мулла какой-нибудь, профессионал в этом деле, он, наверное, знает лучше эти вещи. Но азы, которые я тоже учил, они говорят о том, что если твоей земле, твоим людям и твоей религии угрожают, то ты обязан защищать свою религию, своих людей и свою территорию, свою землю. Все три пункта для любого чеченца сейчас актуальны. Любого чеченца. И рядом он там с украинцами воюет, или рядом он там, я не знаю, с африканцами воюет, не имеет ровным счетом никакого значения. Если он хочет победить Россию, для того, чтобы его страна жила свободно. Поэтому его народ жил свободно. Значит, он делает богоугодное дело. Он борется со злом. А я вам скажу, фашистская Россия – это абсолютное, беспримесное зло. Абсолютнейшее. В чистом виде. И любой человек, кто против него сражается, тот сражается на пути Аллаха. Я так считаю. Это мое личное мнение. Так, где в Гамбурге живете, говорит, 101 ОС Барброн, да? А что конкретно тебя интересует? Зайди в свой банк-притон российское посольство и спроси, они знают адрес. Они меня тут отслеживают днем и ночью. Так что не волновайся, всегда найдешь. Всегда найдешь. Так, давайте дальше. А вам разве можно так? Как хорошо, что такие, как вы, нету больше в нашей стране, говорит Максим Кудрин. Это тоже, мне самому это нравится, что меня там нет. Основа, вы родились в Грозном? Да, Леонид, я родился в городе Грозном. В Заводском районе. Откуда деньги на строительство в Грозном? Дело в том, что Россия нам должна была после разрушения очень большое количество денег. И разные аферисты, это еще придется выяснять чеченскому народу и чеченскому правоохранительной системе, органам, как так получилось, что якобы Россия сейчас выделяемые Кадырову деньги, она выделяет за то, что тогда еще Яндарбиев подписывал документы, и Масхадов подписывали документы о восстановлении, о восстановлении и экономической помощи Чеченской Республике. Ичкерия. Тогда Ичкерия она именно называлась. Но разные аферисты, которые оказались на самом верху нашей власти, рядом с нашими настоящими патриотами, они там что-то намутили. Это еще предстоит нам выяснить. И для того, чтобы из чеченцев сделать казаков, не тех настоящих казаков, а тех, которых вырезали настоящих казаков и сделали искусственных вот этих манкуртов казаков, таких же хотят сделать из чеченцев. Поэтому вливаются огромное количество денег. Но дело в том, что да, мы кого-то потеряем, мы уже потеряли определенное количество людей, которые перешли на сторону фашистской России. Но при всем при этом чеченцы никогда не станут теми самыми казаками, которыми Россия нас хочет, завалив вот этих, кто служит ей деньгами, а остальным она не дает ничего. Люди нищенствуют. И тут мне один час пишет в YouTube, что там у них там дома каждый день строятся, там еще что-то делается и так далее. Ну, чеченцы без вас строились всегда, когда фашистская русня и вот такие предатели, как вы, не переходили на сторону России и не уничтожали дома, целые населенные пункты
и даже когда уничтожали чеченцев, быстро восстанавливали и постоянно развивались. Мы не бухаем, как некоторые, мы трудолюбивые, мы имеем очень такой заряд к жизни, желание жить и развиваться. Это у нас просто бьет ключом просто. Поэтому вот откуда деньги идут. Фашистская русня оплачивает счета, которые она перед Западом обязалась, и плюс финансирует свои вот эти банд ЧВК, свои банд ЧВК. Как-то так. Маршал Рыгаду Георгий, Дейлер Салам, маршал Хуэль, приветствую тебя. Витаю тебя. Аслан, спецслужбы США предупредили своих граждан о масштабных терактах в России в ближайшие 48. Что об этом думаешь? Ну, Максим, я только что об этом говорил в начале. Значит, будет. Если американцы знают информацию, значит, будет. Так. Чечня будет свободой. Да, Алмула. Дай Бог. Слава великим воинам, сынам Ичкерии. Спасибо. Героям слава. Витаешь по Америке? В смысле, витаешь. Ты знаешь значение слова «витаю»? А так, да, я за Америку. Флаг Ичкерии, жимо, уню американский. Злой братан, да он. Знаешь, злой братан, у тебя ник, конечно, очень такой внушающий. Но я бы хотел, чтобы ты повесил побольше флаг. Он жимнак тоушиаца. Хосанул, турполкан туа, цу йохнак вельч. Чодик хирдон. Вала, мегадой. Вала, вала, видео хакос, сай канал ты чуюларем, мегадой. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам, Осман, машвой. Есть трейлер, мы цитируем, хала твой, видео яхки, камелде, ФСБ, Путин, да, сабица бьют шум дия, аз дюч дегам, хохеш швайц, просто байр кёхон, цагуши. Дел таджим, буало бьен, да елши еду, а он дюа пахига. Мегардуй. Так, поехали дальше. Рязанский Сахарок уже загружают в подвалы Москвы. Абсолютно генерал диванных войск. И вот эта ситуация, вот эти 48 часов, и о том, что будет теракт, я не сомневаюсь, что уже, ну это что делают русские спецслужбы, спасибо за подарки, делают русские спецслужбы, правильно вы говорите, это Рязанский Сахарок-2, абсолютно так. И он, почему говорят американцы, что это ну, 100% уже произойдет. Они фактически уже заявляют о том, что это уже неизбежно. Неминуемо, они говорят. Неминуемая террористическая угроза. Это говорит о том, что вот даже если это озвучить сейчас, вот мы сейчас всем скажем, да, что теракт есть, ну, допустим, возьмем террористов, ну, исламистов возьмем, ну, которые сейчас в голову приходят, или давайте, исламисты слишком уж избита уже эта фраза, возьмем каких-нибудь коммунистов и террористов. И тут американцы заявляют, что готовится в течение 48 часов теракт, неизбежно, неминуемо будет теракт. Что сделают эти террористы? Они что же смотрят новости, они тоже умеют читать. Они отложат этот террористический свою атаку. Вот эту. Но это не отложат, если это сделают российские спецслужбы. И именно поэтому американцы об этом сообщили. На мой взгляд, это мое сугубо личное мнение. Ну, посмотрим, что будет. Ну, конечно, могут быть задействованы не коммунисты, конечно, исламисты могут быть задействованы. Могут быть задействованы какие-нибудь украинские националисты, якобы. Ну, вот, ну, мы уже знаем. Предупрежден, вооружен. Так, спасибо за подарки, друзья. Чтобы обвинить Украину. Анастасия, скорее всего, ну, это однозначно. Украина, конечно же, будет виновата. Будут там исламисты, там чеченцы, если будут, скажут, ну,
какой-нибудь задействованный в расход, кого будут пускать, какой-нибудь там смертник, который является инструментом в руках фашистских российских спецслужб. Да, они будут, конечно же, обвинять в этом Украину, даже если это, еще раз говорю, исламисты будут, потому что в Украине собрались все исламисты, все каратисты и все националисты. Но, скорее всего, это делается для того, чтобы сорвать выборы, которые они же и планируют, под видом вот этих террористических актов, потому что, видимо, они боятся, что вот на этих выборах произойдут какие-то события. Или же это делается для того, чтобы просто мобилизовать всех. Никто же не выйдет на эти митинги. Опять же, я надеюсь, что мало кто пойдет на эти митинги, потому что Навальный все призывает прийти, там, поставить галочку за Навального, там, туда-сюда. Уже до маразма доходит. Человек умер, ставить за него галочку. На самом деле нужно не идти ни на какие выборы, нужно сидеть дома, а вообще 3 дня лучше сидеть дома. Такая всеобщая забастовка стачка должна быть, чтобы никуда не идти. Показать, что люди не поддерживают. А картинка, когда люди заходят и голосуют за Навального, они фактически ничего не делают, они портят бюллетень только, и все, и оттуда уходят. Но для картинки, что люди заходят и уходят, это очень выгодно показать. И миру сказать, заткнуть мир, если начнет мир возмущаться, что выборы были нечестные, не было активности. А Панфилова там нарисует цифры и скажет, ну смотрите, активность на избирательном участке. И вот 90% они все пришли за Путина, или 80% пришли за Путина. Поэтому, конечно, никуда идти не надо. И, скорее всего, боясь, что какие-то там мероприятия со стороны Украины, со стороны Запада, ну, я думаю, что какие-то мероприятия ведутся. И русские, как обычно, ну, Путин, ФСБ, они, как обычно, может быть, перестраховываются. И вот Рязанский Сахар-2, террористическая атака, какая она будет, ну вот мы в течение 48 часов узнаем. Спасибо американской разведке, что она нам сообщает такую информацию. Когда их не видно, они орут, не забывают, а другие что молчат вечно. На мои комменты сложно ответить. За Зеленского тут. Хас Мебел Комфорт за Зеленского. Ты за Зеленского? Ну, молодец, правильно. Правильно мыслить начал, да. Правильно, за Зеленского будешь, здоровее будешь, да. Так. Слава Джахару Дудаеву. Аминь. А где предатели? Что-то не видать их. Ичкерия будет всегда, да, Луна Ичкерия? Да, сейчас еще не подключили. Сегодня подключили русских троллей. Стрим на русском. А когда стрим на чеченском, они чеченских троллей подключают. Ассалам алейкум, брат. Ва алейкум ассалам, шеф руля, да. Так, спасибо за подарок, Анастасия. Еще раз. Спасибо. Слава Ичкерии. Героям слава. Так, давайте дальше. Друзья, распространите, пожалуйста, ссылку на наш стрим. Вот в YouTube. Сейчас нас смотрит 550 человек, 67 смотрит TikTok. Друзья, если бы каждый из вас распространил бы, мы бы быстро набрали бы необходимое количество. Если ваш... Так, Леонид, я отношусь к американским законам как к американским законам. Это сугубо американское личное дело. Так же, как и сугубо наше личное дело. Какие законы и как нам соблюдать. Поэтому неуместно то, что ты говоришь. Абсолютно. Спасибо за подарки. Спасибо, Гилберт. Ва алейкум салам.
Тора Шихачевич, что скажете про черкесов? Что я могу сказать? Наш братский черкесский народ, я могу сказать. Что? Что конкретно вы имеете в виду? Здравствуйте, вы откуда стримите? Из Германии я стримлю. Из Германии. Алейкум ассалам. Ночью боз, Машвой, Польша, Салам Машал, Дейлер, Салам Машал, Польша. Ты был на войне, говорит. С какой целью интересуешься, Аса? Так. Салам алейкум, чеченцы, ингуши, братья. Ва алейкум ассалам. Что вы думаете про ситуацию Армении и Азербайджана? Думаю, надо заканчивать этот вопрос. Да. Тебе сколько платят за стримы америкосы? Ничего не платят. Благодарю тебя за поддержку Украины. Всегда пожалуйста, Григорий. Всегда пожалуйста. Одно дело делаем. Флаг США убери. Бородатый чечен, Леон. Если бы ты был бы настоящим чеченцем, ты бы никогда себя чеченом не назвал бы. Понимаешь? Так, ветеранка к нам пожаловала. Ветеранка боевых действий. А Россия мало горя принесла мусульманам, Гуд спрашивает. А Россия больше всех принесла, всем на земле. Где лайки, говорит? Друзья, лайки ставить не обязательно тех, кто живет в фашистской России и на территории временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. Лайки ставить, писать комментарии не нужно ни в коем случае. Берегите себя, думайте о своей безопасности. Все остальные, конечно же, пишите, ставьте лайки, распространяйте ссылку на наш стрим. Почему они все думают, что платят? Скажи им, сколько РФ убило чеченцев мирно. Да, Анастасия, это прекрасно они знают, это тролли, они прекрасно знают, ну хотя они думают, наверное, что мне американцы платят, потому что они бы бесплатно ничего не делали бы. А так фашистская Россия убила 300 тысяч граждан Чеченской Республики Ичкерия всех национальностей, среди которых большинство чеченцы, и среди которых 42 тысячи детей. А вы все, кто мне пишете, если вы хоть даже говорите на чеченском языке, вы манкурты. Понятно вам? Ассаламу алейкум, братья чеченцы от карачаевцев. Ва алейкум ассалам, Расул. Карачаевцы, приветствую вас. Так, хорошо, печащу чуешь, да? Чертовка какая-то зашла. Да, 300 тысяч, совершенно верно. Почему ЕС не борется с внутренним между нами пуйла? Игорь, вы ошибаетесь. Вы даже не представляете здесь, какое было засилие фашистской русней. Вы даже не представляете. Вот сейчас то, что было в Украине, ну, не знаю, не сильно уступало то, что было в Европе. Хотя и язык разный, и все такое. Здесь под видом беженцев сколько было заслано, это просто невероятно. И все это вычищается. Все вычищается. Помню, Чертоков, я вспомнил тебя, вот сейчас вспомнил. Вот сейчас вспомнил. Конечно, помню. Я специально заходил на твой канал посмотреть, ты это или не ты. Просто твой комментарий вначале не понял. Ну вот, ты меня чуть не убил. Нет, все нормально. Я по комментарию не узнал тебя. Ну и по нику не узнал.
Заглянул и понял, с кем имею дело, с кем имею честь. Да, Богу в уши. Амин, Игорь, амин. Сколько вам лет? А с какой целью интересуетесь? Мне 46. Шалом, Игал, шалом. Ну, давайте в Ютубе почитаем комментарии. Так. Правильно, Кадыров таких, как ты, казнит, говорит. Значит, вот этот человек считает, что если я выражаю свою точку зрения, меня нужно казнить. Не судить, не привлечь к ответственности даже по их фашистским законам, а казнить. И я очень надеюсь, что вот этот мир всем, у него ник «Мир всем», что я надеюсь, что именно ты пострадаешь от того, что ты вот это людям, которые одобряешь казни, именно такие, как ты, поддерживали в начале там Дзержинского, Сталина и так далее. И именно они попали первые под репрессии, ну не первыми, но попали под репрессии, были все расстреляны и сгноены где-то там на необъятной земле ГУЛАГа. Поэтому, ну, это очень хорошо, что ты так пишешь, это важно, чтобы люди знали ваш культурный код, ваша правовая позиция, чтобы была ясна для людей. Да, это очень хорошо. Да, вы, конечно, можете убить, это я знаю. Убить, запытать, это ваша любимая тема. Ну, увы, настала очередь теперь бешеных зверей наказывать. Будем наказывать. Так. А сколько чеченцы русских убили, говорит Дима. Ну, я так полагаю, недостаточно, раз мы не смогли деоккупировать свою страну. Но, Дим, немножко же две разные вещи. Не будьте такими, ну, скотами, сравнивая, придя, убив наших женщин, стариков, сравнивать с тех, когда убили оккупантов. Вот, это вообще две разные вещи. Оккупант, он оккупант. Это законная цель. Его нужно уничтожать или брать в плен. Другого с комбатантом разговоров не ведут. Понимаете? Причем здесь русских убили. Значит, недостаточно, если не смогли деоккупироваться. Значит, недостаточно мы оккупантов уничтожили. Ну, все ограничивается в возможностях. У нас не было ни оружия, ничего не было. Америка forever. США ядерную бомбу скинули на города Японии. Почему про это не говоришь? Конечно, это была большая трагедия. Погибло очень много людей. Я выражаю искренние соболезнования всем японцам, которые тогда погибли и пострадали, родственникам погибших и пострадавшим. Хотя это уже очень много времени с тех пор прошло. Но я скажу, что если бы это не было сделано, то жертв было бы еще больше. Еще больше было бы жертв. И теперь посмотрите на Курилы и на Японию. Так, на всякий случай. После атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. И посмотрите Курилы какие. Вот и вот вам весь ответ. Правило номер 1. Америка всегда права. Понимаете? Да, она совершает ошибки, конечно. И единственная ее ошибка это касательно Чеченской республики Ичкерия. А так Америка молодец. Мы идем на запад. Друзья,
Понятно вам? Это, может, еще никто не понял. Чеченцы идут на Запад. Мы хотим жить с цивилизованным миром. Мы строили государство, Ичкерию нашу, именно с этим направлением, с этой целью. И чеченцы идут на Запад. Не на фашистскую русню, не на там куда-то там в Афганистан, Среднюю Азию, не на Ближний Восток, там Саудовская, там и то там Египет, куда вы там нас ездите обучаться. Нет, мы идем на Запад. Мы часть Европы. Мир должен разделиться по географическому. Да, он и разделился по географическому своему расположению. Континентально должен разделиться. И вот мы идем на Запад. Мы будем жить с Европой. Мы будем жить с цивилизованным миром. Не с дикарями из фашистской России, которыми управляет КГБ, ФСБ. Будем жить с цивилизованными людьми. Да, Алмула. Я потомок терских казаков, и первые начали нас убивать. Ты изучи историю, а потом что-то говори. Слава Русне. Георгий Ткачев, конечно же, ты не какой-то не казак терский, потому что терские казаки, я общался с одним, у меня в фирме, в моей организации, работал врач. Он пенсионер был, и так на полставки там помогал мне кое-чем. И он оказался терским казаком, как выяснилось. И мы с ним разговорились, он немножко выпил, и он мне рассказал, кто такие терские казаки и как они появились у нас на Кавказе. Я ничего не выдумываю, терские казаки сами, наверное, знают эту историю, поэтому как есть. Короче говоря, русские террористы, империя захватывала чеченские и кавказские земли, вырезала там всех и отгоняла чеченцев, выдавливала с своих территорий. И таким образом русским удалось выдавить чеченцев за Терек. Естественная граница пролегала через наш Терек. На этой стороне заселились оккупанты, на той стороне жили чеченцы. Чеченцы делали вылазки, русские делали вылазки, делали разные нападения друг на друга, убивали друг друга. И у чеченцев уже возникла такая, скажем так, кто-то в игры играет, а чеченская молодежь у чеченцев считалось совершить военную вылазку. Некоторые чеченцы сейчас путают, потому что русские это рассказывают, что это какой-то криминал был там и так далее. Чеченцы, которые жили на этих землях, которых выгнали с этих земель, переплывали Терек на конях и совершали военные вылазки против русских оккупантов. И не справлялась российская армия. Вот они завоевывают территорию. Туда приходят чеченцы, которых они изгнали. И снова все уничтожают, угоняют скот, берут людей в плен. Этих казаков, так называемых. И так далее. Все плохо. Начали, как было на Руси? На Руси было рабство. Были рабы. И каждый двор, каждый дом, каждая труба, да, которая из дома торчит, дымовая эта труба, она должна, каждый дом, каждый двор должен был поставить по одному человеку, царю, на 25 лет в армию. Обычно с 15, с 16, 17 лет уже из одной семьи, из одного двора отдавался один раб царю на службу. Через 25 лет этот раб, который, возьмем 15 лет ему было, к 40 годам, к 45 годам, получал вольную грамоту. Если он выживал в этих войнах, он через 25 лет службы получал вольную грамоту, становился вольным человеком, то есть чуть-чуть похожим на чеченца. И русские власти давали им надел земли, и вольную грамоту, и какое-то жалование, какая-то зарплата была.
Но в то время средняя продолжительность жизни была у людей где-то 45 лет. 40-45 лет жили. И после военной 25-летней службы, всю жизнь по окопам и так далее, у тебя все уже простужено, ты уже болеешь, ну и так далее. Короче говоря, и муж, отец семейства, короче говоря, не очень получается из беззубого, престарелого, абсолютно непригодного к ничему, кроме военной службы человека. Ну и никто не уходил замуж. Некому было уходить замуж за этих мужчин. Им давали землю, они отбивались от набегов чеченцев, других кавказцев, черкесов, карачаевцев, других третьих. И в итоге они умирали. И земля оставалась без детей, и, ничья. Заселяться туда колонисты не ехали, простые русские, потому что чеченцы набеги совершали, об этом слышали, и простые люди туда переезжать не хотели. Жили только вот эти холопы после 25 лет службы с вольной грамотой. Тогда, это было в 18 веке, Екатерина, в 18 веке в Санкт-Петербурге в Петербурге были улицы красных фонарей, как мы знаем. И Екатерина собрала всех женщин из этих заведений, отправила их на Кавказ, всех просто собрали, за один день вычистили все вот эти красные фонари, отправили этих женщин туда, на Кавказ, выстроили, это мне вот этот казак рассказывал, наверное, твой папа, как тебя там, Ткачев, у него фамилия не Ткачев, но это, допустим, у тебя Ник, у того была не Ткачев фамилия. Ставили напротив вот этих холопов, напротив ставили вот этих женщин легкого поведения, поп, кто друг против друга встал, вот их и венчали. Поп проходил, вот ты, и между вот строем, вот выстроил, и между ними он проходит своим вот этим кадилом, машет и венчает их. И он, это его слова, это не мои слова, это он сказал. Он сказал, что он сын проститутки и раба. Вот поэтому терских казаков вырезали и не оставили настоящих терских казаков, а оставили вот этих рабов, с которыми мы породнились, с некоторыми породнились, подружились и сосуществовали. Потому что мы со всеми сосуществуем. Даже с оккупантами, вот этими ублюдочными оккупантами, которые приходят, уничтожают все живое и поселяют туда рабов и проституток. Но это так, немножко истории вам. А что на русском? Так не поймет же твой этот а-ля казак, да он, если не по-русски. Так, давайте еще немножко я почитаю ваши комментарии. Боты стараются, сидят на американском ютубе, не ВКонтакте, все американское им нравится, а Россия тем временем все ниже и ниже падает. Сами же свою страну разрушают за подачки Путина. Да, совершенно верно. Им обещали, как обычно мошенники как разводят, они обещают вам супер, все круто, все обещают, просто вот сейчас отдайте свою квартиру, отдайте там своего сына, отдайте там все деньги, бросьте все, а завтра мы вам $1 миллион дадим, супер особняк построим, 2 сыновей вернем, там, сына с женой вернем, там, и так далее, и так далее. И на самом деле обычное разводилово, что вы великие имперцы, и вам нужно умереть за золотой унитаз Путина. Вот вся несложная пропаганда, которая ведется против России. Ясно, чертовка. Будем... Да, много ботов. Запад будет с Украиной до победы? Игорь, конечно будет. Конечно будет. Никто уже никуда не денется. Все будут вместе.
Из-за этого и крепостной отменили, чтобы везде заселились. Ну, может быть, может быть, может быть. Слава Украине! Героям слава! Героям слава, друзья! Ну вот вы видите, сколько ботов. Просто одни боты. Ва алейкум ассалам. Дон Хуан, Маш Вовель. Да, мало, Адам, проблем, Шарион, мало. Предатель своей нации. Говорит. Мне так нравится, когда вы говорите, что я предатель своей нации. За мной висит чеченский флаг. Я только лишь чеченские интересы преследую. Да, постоянно о них говорю. А вы меня говорите предатель нации. Ну как я могу предать нацию? А? Но если вы говорите, что я предал русскую нацию, русских, да, ну тогда вы извините, я неверности не клялся русским, понимаете? Вот ты даете. Предатель тот, кто за вас, за русских, за Россию фашистскую. Не русских как этноса, а за вот эту империю. Понимаете, вот кто предатель. Блин, как же ты достал уже, елки-палки. Вот, у них другого уже больше нету аргумента. И они теперь у меня вот бомбят вот этими своими. Так, вот этого Гольштейна мы забаним. Так, стакан пива мы тоже забаним. Так, пивасик в другом месте наливают. И он... Они Москву и царя обожают. Их предков те кидали, они дураки. Да, главное, меня с ним не спутай. Да, я могу тут нечаянно нажать и отключить. Так. Так. Тысячи чеченцев воюют с фашистами против фашистской Русни. Да, совершенно верно. В Украине воюют несколько тысяч чеченцев. 3-4 тысячи. Раскрою вам. 3-4 тысячи. В разных подразделениях, ну почти везде есть. 1-2 чеченца везде можно найти. В Украине, в каждом подразделении. Поэтому, да, приходится воевать против фашистской России. И там у нас куется чеченская армия. Да, мула. Пока они вне политики. Ой. Предатель своей нации, я говорил не тебе, брат, ты настоящий патриот, Валая. А, ты, наверное, кто писал комментарий, чем. Ну, так, ну, в любом случае, если это не мне, то, что я сказал, оно, в принципе, подходит к тому, что ты писал. Поэтому любой человек, кто предает свою нацию, это плохо, конечно же, это предатель. Это есть те, кто перешел на сторону России. Неважно, даже русский, наш гражданин, наш чеченский русский, если он за сторону имперской России, он предатель. Предатель. Он же на нашей земле жил. Хоть он может быть, он был из оккупантов, потомок оккупантов. Может, он потомок колонистов. Может, никого не убивал, просто переселились на освобожденные, якобы, от чеченцев освобожденные земли. И все равно мы им не мешали, жили. И если, когда после этого они переходят на сторону русских, они предатели.
Привет, уважение свободным людям. Спасибо, спасибо. Привет. Многие чеченцы забыли уже, что Россия убила 300 тысяч чеченцев. Не, именно. Дер не забыли. Никогда не забудут. Как вы плохо знаете чеченцев. Не забыли. Не забыли. Просто когда, допустим, вы зашли в банк, и туда заскочили грабители и приставили к вашей голове пистолет, а перед этим убили 30% тех, кто находился в этом банке, то вы будете подчиняться, я вас уверяю. Вы будете 100% подчиняться этому бандиту и делать все, что говорите. Скажет сплясать, спляшете. Скажет сказать, что он за этих грабителей, что он против банка. Скажете, все это будет. Чеченцы никогда не забыли, никогда не забудут. Да, ну, те, кто предали, это да, это и не были. Да, они да. Кто эту сказку придумал, что убили 300 тысяч чеченцев? Вранье. Ну, во-первых, я не сказал, что убили 300 тысяч чеченцев. Я сказал, что убили 300 тысяч граждан Чеченской Республики Ичкерия. И в связи с этим я вынужден найти для тебя видео специально, где Кадыров Рамзан говорит, что да, в Чечне погибло 300 тысяч. Сейчас я постараюсь найти. Ну, в принципе, есть оно, не буду сейчас отвлекаться. Кадыров ваш говорит. Наши власти, наш президиум говорит 250, более 250 тысяч погибших, говорит. А ваш губернатор Гауляйтер говорит, что погибло 300 тысяч. Поэтому посмотри в Ютубе, на моем канале это все есть. Он там говорит, я этот кусок вырезал. Привет, Ситали. Привет, Марин. Привет. Бонжорно. «25 тысяч детей убили. 42 тысячи детей, Игорь. 42 тысячи чеченских детей убито. 42 тысячи. Да, ладно, Чубас, никогда не забуду. Валейкум ассалам. Сунцик хава одиво Македон. Хочу асу язич асун ху одиидо. Хун авизях из. Визта яшо кус хакаяш лурват. Турци диевал визо. Турци хасиевал хаж визо. Бог курбо хун ахч дизерду. Паспорт дизерду. Заграм паспорт. Хочу ахвиги дич. Цаам хидец. Ца канал дец. Эрвах тигр. Дец. Если WhatsApp ты язди, я ху хавеч WhatsApp ты связи цер цивилер бедар бдатсон связи. Вы что хавеанчул, да, со WhatsApp номер улшу, позвоните, пишите. Ассаламу алейкум, ты меня в ТикТоке забанил. Я просто троллил тролля про палестинского. Да, я не знаю, алейкум салам, я не знаю сейчас, кого я там забанил. Я кого-то тут банил сейчас подряд несколько. Так что я сейчас не знаю, как это восстановить. Если ты знаешь, как восстановить, я тебя восстановлю. Я просто не умею здесь находить в ТикТоке, кого забанил. Я своих модераторов найти не могу, чтобы их убрать. Ну, там у меня один остался, не могу его найти. Он не заходит, комментарии, если он пишет, тогда я могу убрать. А если он не заходит, не пишет, не могу. Как вы относитесь к основному Асхаду? Как к президенту своей страны отношусь, который погиб
защищая свою страну. Цагир Садулла Гехинский. Цагир. Патрушу Венери Ингушети Венери. Цагир. Ну и, ну вот смотрите, Садулла пишет, видел Фредди Крюгер, ну это русский Фредди Крюгер, это Патрушев, Ингушетию приезжал и был недоволен за то, что открыли памятную доску в честь Джохар-Дуда в украинском городе Полтава, говорит. Ну, я так не знаю, почему это не в первый раз открывается, зачем он об этом говорит. Наверное, Закаева решил пропиарить, наверное, так я. Ну, я не знаю просто сейчас, о чем ты говоришь до конца. Ну, чтобы русский Фредди Крюгер на это реагировал, вроде не такое значимое событие было. Но, видимо, нужно ему Закаева поддержать. Уважаемый блогер, занимали вы руководящие должности? Ну, Оксана, что вы имеете в виду руководящие должности? Быть адвокатом – это руководить? Быть директором фирмы – это руководить? Что вы имеете в виду? На государственной службе я не был. На российской государственных вот этих, вообще ни на какой государственной не был. Службе, работе. Привет с Мариуполя. Привет. Депортация 44-го, геноцид 90-го нельзя забыть, никто не забыть, ничто не забыто. Эмин Мино, Эмин, да, мула, не забыто. Вы из какой партии? Я из партии Просвещения. Стакан пива в Акасе. Это ты был стакан пива? Ну все уже. Извиняюсь, если ты наш. Извиняюсь. Я сейчас уже не смогу исправить. Если ты найдешь, как это можно сделать, напиши мне. У меня WhatsApp есть. Напиши мне. Или можешь в Facebook написать. Я постараюсь тебя восстановить. Сам, почему ты не говоришь открыто, Патрушев и прочие, какие они русские? Они там, ну, евреи, скажем так. Он тут пишет мне не очень. За слово вот про евреев я тебя баню. Нет, не модератором тебя назначить, модератором не назначу. Я тебя забаню, РТТ, за выпад оскорбительный. Хотя вы тут многое делаете, но я тебе отвечу просто, поэтому тебя забаню. Удостою тебя чести. Дело в том, что когда у Путина все хорошо шло, у Патрушева все хорошо, они были русскими националистами, вы их все любили, лелеяли, холили. А вот что-то пошло не так, да, в Украине получаем мы по полной, да, и нужно представить его евреям. Всю вину за войну взвалить на бурятов и кадыровцев и представить всех евреями в руководстве. Отличный план, короче. Чисто такой, обычный такой российский план. Когда все хорошо, когда вы утопите людей в крови, ваш Патрушев и Путин русские, за русских, вы никогда не говорите, что они плохие, вы никогда против них не выходите, за то, что они евреи, там, третье, десятое. А сейчас начали по шее получать. И все стали евреями, бурятами, чеченами и всеми остальными. Классный он. Класс. Друзья, сейчас нас смотрит 1061 человек в YouTube. Пожалуйста, распространите ссылку на наш стрим, если вы находитесь не в фашистской России и не на территории временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия.
меня стрим идет в ТикТок и в YouTube, друзья. Ну вот видите, сразу 1330 нас уже смотрят, 38. Давайте еще, друзья, разбросайте ссылку как можно больше. Так. А как понять террористическая Россия? Ну как понять? Ты не знаешь, что значит террористическая Россия? Страна, которая совершает террор против других народов и своих граждан. Страна, которая запугивает всех, которая грабит, которая ворует унитазы. Ну вот, это и есть террористическая ваша русня. Кнайт, я из Германии, говорит, объявляю этой чурке крестовый поход. Кнайт, я очень-очень жду, чтобы мне объявили войну здесь, в Германии, путинские прихвостни вроде тебя. Я очень жду. Пока только кадыровцы мне пишут, ну, пророссийские вот эти клоуны мне пишут, угрожают. И теперь, наконец-то русский витязь, русский богатырь объявил мне войну. Пожалуйста, я хочу с тобой встретиться. Пожалуйста. У меня есть WhatsApp. Дай мне свои координаты. Я хочу с тобой увидеться. Я не хочу с чеченцами встречаться. Знаешь почему? Хотя я готов с ними встретиться и встречусь с ними. Но я не имею желания с ними, потому что они чеченцы. Они оболваненные, они служат врагу. А я хочу с тобой встретиться, с имперцем, который здесь проживает. И хочу вот выяснить. Давай решим этот вопрос раз и навсегда. Ты и я. Давай. Пиши мне, вот мой WhatsApp есть в YouTube. Давай, дружище, выскакиваем, давай. Только не сливайся, а то вы все сливаетесь. Все, вы сливаетесь. Давай, без сливания, все. Ты попал, будем с тобой до конца этот вопрос добивать. Давай. Спасибо, брат, за поддержку Украины и прочее. Спасибо, не за что, Ромарио, не за что. Русские, что вы здесь делаете? Русские, точнее. Что вы здесь делаете? Идите, смотрите путевизор. Там Соловьев вещает. И вы великие. Пятая экономика мира. Да. Ну, где ты? Я тебя сейчас ищу. Где ты? Давай. Комментарии. Салам алейкум. Алейкум ассалам, Казахстан. Алга, Казахстан. Ну, нету, короче. Слился наш русский витязь. Нет, так просто это не ты, я тебя не оставлю, дружище. Я тебя найду. Давай, войну ж ты объявил. Чуркой меня назвал. Давай. Давай, ждем. Давай. Хотим просто увидеть русского витязя, да, как он будет чурку наказывать, да. Аллах тебя казнит, Аллах всех заберет душу. Не волновайся, Леон. Ты не останешься на этой земле. Я в Гамбурге живу, в городе Гамбурге живу. Обратите внимание, человек просит молотка. Нет, я не прошу молотка, я прошу встречи с тобой, который назвал меня чуркой и объявил мне войну. Ты же мужчина, ты же русский витязь. Давай. Звони, набирай. Встретимся, пообщаемся. Я правозащитник, не убийца, как ваши террористы. Но вызов, войну принимаю. Что делать, Леон? Брат, таджики с тобой. Ассаламу алейкум, Таджикистан, таджики, витаю вас. Ну чё, где у тебя? Где-то нету, что ли?
Много ли русских живет в Германии? Да, много живет. Тебе привет, Северная Осетия. Я русский и тебя ждем. Чурт. Ну, хорошо, ждите, обязательно приедем, все увидимся. Сейчас я с этим встречусь здесь, с вашим представителем, здесь, объявившим мне войну. Кувалда тебя найдет, некрологи будут читать потом, некрологи будем читать. Хорошо. Поддерживаю страну Украину, в которой рушат церкви. Тоже, да, по-святому поступают. Конечно же, поступают. Украинцы не рушат церкви. Это обман. Это русские рушат церкви. Они стреляют по церквям, по роддомам. Это русские делают. А украинцы террористическую банду ФСБ на территории своей страны, которая прячется за вывеской РПЦ, Русской Православной Церкви, они от них избавляются, у них война идет. У них их задача выжить, а не сюсюкаться с террористами и с фашистами из ФСБ, понимаешь? А мы знаем, что Духовное управление мусульман и РПЦ это все КГБшные симулякры. И украинцы это знают. Проблема в том, что украинцы это только вот сейчас начали. Это нужно было в первый день, еще 10 лет назад начинать. Сразу же. Потому что они самые главные преступники, прикрывающиеся рясой. Да. Салават Амаров, да. Такую ты. Это вчера у вас Салават получилось, сегодня все. Чеченцы, литовцы за Чечню. Надо объединяться. Витаутас. Объединяться мы готовы. Всегда готовы. Дай Аллах свободу Ичкерии. Правильно, Мона Лиза. Дай Аллах свободу Ичкерии. Тимур Ширяев, ну не будь этим, Я понимаю, что вас в Украине, у всех оккупантов, называют вот этим словом, которым ты себя назвал. Но не называй себя таким. Ну перестаньте. Украинцы так много вас называли, что вы уже поверили, что вы вот это слово, да? Не хочу его произносить, да. Нет, ты не чеченец, Тимур. Ты вот этот, который ты написал в своем комментарии. Прочитай его заново и узнаешь. Да. Маршал, ну ночью, пом яхил безлой. Дели салам маршал хуйл, катархо, машвойло. Хеш мавацеро, гуш мавацеро. Так, то есть тебе насло, что творится там, и ты осведомлен на все 100. Да, валейкум салам, конечно. Если я не осведомлен, я просто тебе этого не говорю. А то, что я знаю, я говорю, да. Информация проверена. Да, Искандер, их бин монстр. Черкесов встречаете? В смысле, что ты имеешь в виду, черкесов встречаете? Встретиться как с этим русским героем, который слился тут, быстренько пропал. Чего ты заткнулся, Вася? Ну давай, я тебе покажу, кто чурка. Давай, я в Москве показывал вам, кто такие чурки. Давай, здесь встретимся.
Там на вашей территории я его показывал. Давай теперь на моей территории посмотрим. На нейтральной, скажем так. Посмотрим, да? Мясорубку поддерживаете в Израиле? Нет, конечно. Как я могу поддерживать мясорубку, убийства людей? Конечно, я не поддерживаю убийство людей. Категорически я против. И Россия, русские террористы, для того, чтобы отвлечь внимание от Украины, мировое внимание сообщества, разожгли огонь войны в Израиле и на территории Палестины. Да, это сделали русские террористы на день рождения Путину 7 октября. Вот и думайте, друзья, вот и думайте. Так. Ассаламу алейкум, брат. Запад со своей политикой и на войнами, и украинцы сделали... Так, почему вы этого не видите? Алейкум салам. Хотя нет, я тебе салам не принимаю, да? Потому что ты прорусский, а у вас я не хочу принимать салам, да? Запад, значит, сделал политикой, да? Войны, весь мир там, короче... Запад со своей политикой и войнами испортят весь мир, ты говоришь, да? А Запад напал на Ичкерию и убил 300 тысяч. А Запад напал на Грузию, Запад напал на Сирию, Запад напал на Украину. Просто мне интересно, какая у вас логика такая странная, да? И вообще, что вы отрицаете действительность? Вы отрицаете белый свет? Вы отрицаете существование Солнца? Я не понимаю. Что вы отрицаете? На чьей территории идет война? Вы просто, я понимаю, что вы тролли, и ваша задача просто здесь говорить, отвлекать. Но я буду отвечать, чтобы было ясно, что ваши аргументы, они не стоят ничего. Абсолютно ноль ваши аргументы. На чьей территории идет война? Да? Чья это земля? Вот и все. Ваш вопрос закрывается автоматически. Там нет американцев. Если они есть, то они на стороне тех, кто защищает свою родину, а не тех, кто пришел захватывать и делать великую империю для КГБшников. Представьте, как все плохо, да. Так. Ой, твой. Что скажешь насчет государства Абхазия? Я с большим уважением отношусь к абхазам, как и ко всем народам. Но нету такого государства Абхазия. К большому сожалению, это был большой обман, который абхазы повелись и стали частью фашистской криминальной системы, а не свободным государством. Очень жаль, конечно, очень жаль. Так. Здравствуйте, вы готовы простить русских? Да, конечно, Александр, я готов простить русских. И если преступники будут наказаны, которые совершили эти ужасные злодеяния, между прочим, эти преступления против чеченцев во второй русско-чеченской войны, да и в принципе первая была не по нашей вине и на нашей территории, а не на российской территории. Вторая война началась с того, что террористическая банда ФСБ убила своих русских, спящих в своих домах. И я понимаю, что русские тоже жертвы в этой системе. Но дело в том, что русские, как и кадыровцы,
служат этой системе, и, ну, не только там русские кадыровцы, служат этой системе, их большинство, русских большинство. И пока русские не признают вину свою перед нами, народами, которые пострадали, и пообещают больше нас не убивать, больше к нам не приходить, вот после этого, да, я готов простить, конечно же, возместить урон и наказать преступников. Как это сделали немцы в свое время, как это сделали другие нации, когда были виноваты. И признать свою вину – это не слабость, это сила. Признать свою вину – это значит быть сильным. И немцы стали сильными после того, как они признали, что не может быть одна нация лучше, и за это и другую нацию, за то, что там она не такая лучшая, ее уничтожить. Не бывает такого, понимаете? Для этого нужно стать сильными. И я думаю, тогда Россия будет в моральном и во всех смыслах сильнее, чем сейчас она есть. Ой, Серж, какой же ты редиска, да. Все будет Украина и Ичкерия. Да, Алмула, да, Алмула. Я вам задам один вопрос. Вы верите, что ИГИЛ создал Израиль, Саудиты и Америка, чтобы сломить государство Ирака и Сирии, которые не подстроились под Запад? Нет, конечно, я не то, что не верю, что это сделали саудиты, Израиль и американцы. Я знаю, что это сделали русские и иракская партия Баас, которая была создана по образу, подобию ГРУ и ФСБ. Партия Баас. Вот это они, те функционеры Баас, и были главными вдохновителями, создателями вот этого ИГИЛ. И да, это русские. Русские финансировали, русские помогали, русские убивали чеченцев в Чеченской республике Ичкерия, просто молодых парней, брали их паспорта, их тела прятались, просто их похищали, убивали, задушили. Просто канадским, альпинистским вот этим канатом душили чеченцев. 27 человек, Новая газета об этом рассказала. По моим данным, около 100 человек тогда было казнено. Их от трупов избавлялись, это где-то рота. И вот эти паспорта отправлялись ГРУшникам в Москву, где они проходят подготовку. И уже с этими паспортами, якобы как чеченцы, среди них, наверное, были и чеченцы, тоже отправлялась группа под видом чеченцев в ИГИЛ. У меня есть этому документальные доказательства. У меня есть документальные доказательства, это вы можете легко посмотреть и в интернете сами, что президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов занимался продажей, покупкой игиловской нефти, которую они там у кого-то отжимали и продавали. Поэтому не надо нам рассказывать сказки. Если террористическая банда ФСБ будет осуждена, 80% террористических актов на земле и вообще войны, террора закончится. Я боюсь, что наступит рай на земле, если будет суд над террористической бандой ФСБ. А он будет. Терроризм поддерживает только Россия. Да, Ичкерия навсегда. Совершенно верно, Диана. Сделайте видео на эту тему. Обязательно, Анастасия. Я сделал много, есть на тем, какие нужно сделать. Сделаю обязательно. В Израиле тоже Россия бойню устроила. Конечно, Серый, конечно. Вот в том-то и дело. Знаете, когда с Эрдоганом Путин там поругался, помните, в Сирии турки сбили самолет фашистский. И тогда, выступая, Путин сказал, что в Коране сказано, что если Бог хочет наказать, то он лишает человека разума. И сейчас мы можем со всей ответственностью, вы все можете лицезреть, как массово они потеряли разум. Понимаете? Братский народ Украины теперь на 100 лет враг.
Причем русские в Украине тоже враги. Внутри страны кризис, катастрофа, которую никогда не простят им. Выскочили, да, скажем так, полаяли в сторону Америки, получили еще больше. И теперь, ну, напасть на Израиль, ну, это я не знаю, для России это самоубийство. В России живет много евреев. Евреи очень состоятельные есть, очень влиятельные есть в России. И эти теперь евреи, ну, если они не кадыровские евреи, получается, кадыровцы, так как предатели обозначены. Ну, фактически, ну, весь мир против себя настроить. Ну, это я не знаю. Это, ну, может только клинический идиот. Ну, или человек, который находился просто абсолютной безвыходной ситуации, и он пошел вот на это. После того, что было 7 октября, акт геноцида против евреев, Соловьев, кто там еще из евреев там есть на российском вот этом телевидении, ну, по крайней мере, они притворяются евреями. Больше они себя евреями называть не могут. Все. Это кадыровцы. Это уже выскочили они уже. Раньше еще можно было, да, с евреями вроде дружат, наше дело, там со стороны как-то свое государство укреплять, там все такое. Все, теперь закончилась и эта эпоха. Все. Как-то так, Серый, как-то так. Так что все нормально. Сам себе выкопал яму. Медведев это еврей, Мендель. Но по разным данным говорят, что его фамилия Мендель, что он там еврей и так далее, и так далее. Но Медведев он никто. Он там вообще никакой. Это как Кадыров. Кадыров тоже как бы нам не показывали, ровным счетом ничего там не решает. Есть хозяин у него. Все. И у Медведева есть хозяин Путин. Он русский, самый настоящий. Патрушев русский. По рожам видно даже. Не нужно даже ДНК делать. Но неважно, русский или нет. Есть имперец. Он может быть евреем, он может быть кадыровцем, он может быть там, я не знаю, папуасом, русским. Если он за русский империализм, то этот человек представляет угрозу для общества. Не потому, что я так хочу. Это реально так. Это человеконенавистническая идеология. Понимаете, то, что они говорят. И нам рассказывают там про нацистов, рассказывают там про какого полпота рассказывают, про там их там отмороженность, их зверство. Это все меркнет вот перед этими. Просто это еще не доросли они, еще силеных не хватает. Ну, растут, пытаются. И будет война, да, будет война, по всей видимости, уже открыто говорят, что с НАТО будет война. И русские готовятся к ней. Медведев в церковь ходит. Ну, значит, не еврей. Ну, он может быть христианским евреем, правильно? Такие же тоже есть. Но это не важно, еврей он русский он. Это имперец. Почему так не любите русских? Нет, вот в том-то и дело, нет такого, что я не люблю русских или кого-либо другого. Нет, не в этом дело. Да определитесь. Вот мы, например, пытаемся, несмотря на массовую пропаганду, отделить от себя кадыровцев и дали им имя кадыровцы. Все, отойдите в сторону. Они не с нас, не за нас, это не наши люди. Ну, назовите так русские, кого как-нибудь, обозначьте, КГБшниками их обозначьте. Не хорошими русскими себя обозначьте, те же имперцы, которые здесь есть, а свободные, настоящие русские, которые не грабили русский советский народ там, которые не убивали чеченцев, там, грузин и всех остальных, которые не имперцы. Есть вот Сотник есть, Стамахин есть, другие есть. Ну, объединяйтесь. Вот я их буду называть русскими, а всех остальных, как вы скажете, так я их буду называть. Вот этих имперцев, вы назовете их там, я не знаю, папуасами, я буду папуасами называть. Как-то так. Я как еврей могу и в мечети молиться. Серый, ты еврей, да? Можно, да, молиться? Ну, не знал. Но это не важно, кто они там есть. Это абсолютно не важно уже. Куда ты делся, русский, смотришь 100%, Витязь,
Войну мне объявил. Где ты? Давай, не пропадай, далеко не уходи, ты мне нужен. Мне нужно одну методику отработать. Поэтому давай выходи на связь, нужно с тобой. Мне нужно потренироваться. А потом Россия разгромила своих игиловцев. Да, глупо звучит. Совершенно верно, очень глупо звучит. Дело в том, что Россия не бомбила игиловцев. Россия бомбила протурецких, прозападных, там, вообще про саудовских, там, разных других она бомбила. ИГИЛ она не бомбила. ИГИЛ помогал России. ИГИЛ освобождал Пальмир, где вот этот скрипач сыграл там на своей скрипке, там, или Гергиев там дирижировал оркестр. Это все был спектакль, который делался. ИГИЛ это Россия, это союзник России. И не надо нам рассказывать сказки. Хотя, конечно же, там были люди, которые искренне верили, что они борются, они не все русским подчиняются. Эти отморозки там были, просто отмороженные. И они не думали, что они подчиняют, рядовые. А руководство, я про руководство, оно, да, оно за Россию. Салам алейкум, брат. Я азербайджанец, мы чеченцы, ингуши. Ва алейк салам, Амиль. Ва алейк салам. Брат азербайджанец. Приезжай в Грозный, говорит, Кадырова ничего там не решает, тебе нечего бояться. Виташа, Витюлька, конечно же, я приеду в город Джахар, бывший Грозный, и Кадыров там, да, не решает. Не решает. Если террористическая банда УФСБ по Чеченской Республике, которая там дислоцируется, ваша бандитская вот эта организация, если она запретит кого-то трогать, я вас уверяю, Кадыров будет ему ботинки чистить. Не то, что он его не трогать не будет. Он ему, если ему ФСБ скажет чистить ботинки, он будет ботинки чистить. Поэтому дело не в Кадырове. Дело не в Кадырове. Дело в вас, империи, которая туда пришла. И в вашей террористической банде ФСБ. Вот и все. И ГРУ, кстати. Если я говорю ФСБ, сразу имейте в виду, что я подразумеваю ГРУ, потому что это миньоны. Их безропотные, безвольные исполнители. Так, Мадина, ты уже стала мучеником. Все, ты ушла, Дэн. Правильно, говорит, поддерживаю. Спасибо, Олег. Выките. Так, хорошо. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Так, мы уже сколько? 104 минуты в эфире. Что думаешь о Алиеве? В смысле, что я о нем думаю? Я думаю, Алиев это царь Азербайджана. И никакой это не президент. Потомственный царь. Вот что я думаю. Он реально верит, что он живой останется после этого.
Ай. Знаешь, я думал над этим, вы постоянно угрожаете и так далее. Вы не понимаете, что ли, что перед тем, как я сюда сесть, я уже распрощался со своей жизнью, понимаешь? Вы довели уже и с родственниками, со всеми, которых вы тут преследуете. А, жалобы пишут. Доступ ограничен на 10 минут. ТикТок нажаловались, короче. И вы поставили нас, чеченцев, в такое условие, что перед тем, как делать то, что я делаю, нужно быть готовым умереть, понимаете? И смертью вы меня не испугаете. Мне не 18 лет, не 20. Я тут на гормонах выскочил и что-то делаю. Я сделал осознанно свой шаг. И если нужно, я готов. Я готов к встрече с Аллахом. Незапятнанной совестью и честью. Да, Алмула. Ты за Украину? Конечно, Доминик, конечно, я за Украину. Все нормальные люди за Украину. Джахар Мусаевич Дудаев, вечная память великому человеку. Амин, Исаев, амин. Так, чеченский флаг на фоне американского. Круто. Ичкерия будет свободной и будет суд над Тербандой ФСБ. Иншалла. Да, Аллах. Ассаламу алейкум. Расскажите, что ты их? Расскажите, что ты их? Ва алейкум салам, что ты их? Почему все топят за мусульман, такбир, Аллаху Акбар, там вот это все пишут? Варданяны, Пети, Васи, Коли. Каких пор вы такие любвеобильные стали к мусульманам? Фашисты, русисты. С каких пор, Дева? Так. Аслан, незалежно Украина с Ичкерией. Вы на правильном пути. Продолжай делать Джахара. Совершенно верно. Спасибо. Спасибо. Любни Полтава. Дякую. Асланка. Ва алейкум ассалам. Виталий Бендюжев. Хотя ты будешь кричать Ахмад Силас и просить пощады. Но я думаю, ты очень сильно ошибаешься, Виталий. Ты очень сильно ошибаешься. Так, ладно. Чечня освободится от русских лишней. Дай бог, Виталина, 100%. Мы будем делать все для этого. Да. Ну, ребят, вы понимаете, троллятина, вы понимаете, что вы таким образом пишете комментарий и мне раскручиваете мой канал, понимаете? Союз Америки и Ичкерии неизбежен, и военная база Америки не за горами. Витаю тебя, Эд, витаю, дорогой. Самое интересное, когда русские кричат «Ахмад Силас». Ну, видите вас, как мы, чеченцы, заставили кричать «Ахмад Силас». Главное ведь то, что вы кричите про чеченца, а вы раньше слово чеченец слышать не могли. Буля, спасибо за пончики. Буля Сергей.
Как смотрите на Вторую Карабахскую войну? Кого поддерживали? Очень интересно. Заранее спасибо за ответ. Ну, и я, как чеченец, я поддерживал всегда Азербайджан. И не только потому, что я чеченец, и не потому, что они азербайджанцы, а потому, что я за справедливость. И мне не важно, кто там, по идее. Но Азербайджан был прав в этой войне. И азербайджанцам я отношусь с большим уважением. Я украинец, и я Чечню поддерживать буду всегда. Виталина, я тебе обещаю, что я буду делать то же самое в отношении Украины. Спасибо тебе. Всю свою жизнь я буду. Мы породнились в этой войне. Мы будем братьями. Да. И буду поддерживать всегда Украину. Даже у меня есть претензии к Украине. И после войны я их буду высказывать. Но буду поддерживать Украину одновременно. Ассаламу алейкум всем моим братьям. Нохчи из Турции, город Анталия. Ва алейкум салам, Мусе. Брат, ассаламу алейкум. Скоро священный месяц Рамадан. Ва алейкум салам. Да, я знаю. Жду его, жду. Как вы определили, что Азербайджан был прав в конфликте? Арсен Петросян, это сейчас не тема моего стрима. Спасибо за Азербайджан. Всегда, пожалуйста, правду говорить легко, Ирин. К Азербайджану с уважением относится, ха-ха-ха. А то, что Азербайджан против Армении, Армения, которая поддерживает Запад и всю Европу, ты противоречишь. Ебой, ебой, я не противоречу себе. То, что сейчас армяне стали против России, это еще никак в моих глазах и глазах чеченцев и всех, за которых бралась Россия и армяне помогали, еще не освобождает армян. Вот сейчас вы стали за Европу, за Америку, за Запад и так далее. Пашинян пришел и так далее. А где же вы были все это время? Почему же вы были форпостом России на Кавказе? Там, вы там не кавказцы. Там. Вы же это все говорили. Вы всегда пытались понравиться русским. С нами вы говорили, что мы кавказцы, а при них вы говорили, какие мы кавказцы? Мы обычные закавказцы. Но мы же это все знаем. Не надо сейчас нам сказки рассказывать. Что вот там, это там за Европу стали. Стали хорошо. Но извиняться должны не только русские за это. И армяне должны за то, что были форпостом. И убивались. Помогали убивать всех, кого только возможно. А то, что сейчас идут на правильный путь, ну, значит, что-то случилось. Или армяне поумнели, или армяне видят, что Россия подыхает. Что-то одно из двух. Надеюсь, что армяне видят, что Россия подыхает. Да? Короче, держат нос по ветру. Это хорошо, это неплохо, это хорошо. Да. Держите вес по ветру. Давайте, мы вас берем к себе, к западным. Да, но при одном условии. Вы все вот это свое пророссийское, свое вот это великодержавное вот оставляете там вместе с великой державой России. Сюда к нам, цивилизованную семью, вы заходите демократами, толерантными, не считающими, что вы круче азербайджанцев или там всех остальных на земле. Это не так. Вы такие же люди, как все. А тут они сказали два слова, мы за Запад, сейчас они избрали Пашиняна, это хорошо, Пашинян это хорошо, при всем при том, что там было до сих пор. Ну, сразу к вам в объятия бросаться, что вы сейчас, бум, станете. Вы тогда с русскими были как бы на видном месте всегда, пропагандисты вы, там на деньгах, там везде в хороших местах вы. А потом... Что-то пошло не так, да. Что-то пошло не... И тут вы хотите ставить сразу. Но мы же за Европу, мы же тут за Америку, мы за Запад. Хорошо.
Ну, очередь, друзья. Здесь есть люди, которые понесли конкретные потери от фашистской России, от вашего ближайшего союзника. Русские очень хорошо устроили армян в России. Им придется отвечать вместе со всеми. Ну, сейчас армяне выскакивают. Им хватает ума выскочить сейчас из этой ситуации. И, скорее всего, они отделаются легким испугом. Да. А так, да, всегда были за Россию. А теперь, ну, наверное, имперцам российским обидно, что сейчас армяне их предают, по идее. Это же предательство. Поэтому армянич, нормально, мехта мавело, а худой старшина, да. Подхлопник, да. Армян хервор. Дух мамаривает, ночи может быть, армлой. Йозуан. Аз массу армлошан собошут. Раз к шудуй, что ищ ершью, тон. А раз к шудается, так вы нормальные парни. На вопрос ответьте, когда была депортация чеченцев и ингушей, кто вам помог? Никто нам не помог, Арсен. Никто. Ты хочешь сказать, армяне нам помогли? Или ты хочешь сказать, что Микоян нас вернул после 13 лет? Никто. Не надо вот эти свои байки, легенды рассказывать нам и рассказывать, что там первый человек произошел там от армян там и спасли чеченцев армяне. Не спасли вы нас. Не спасли. И Микоян ваш не спас. Никто нас не спас, понимаешь? Мы погибли 60-70%. И потом Запад и Америка, и Абдурахман Алтарханов, который здесь же, в Европе, в Германии жил. Вот кто нас спас. Казахи спасли. Мимино, я, конечно, ничего не хочу сказать казахам. Здесь был такой разговор, что когда Кадыровец какой-то, или Кадыров это был, что-то там сказал, вышел какой-то там казах и сказал, вы что, забыли, чеченцы, как мы вас кормили? Так вот, я отношусь еще раз, чтобы меня правильно поняли, что я отношусь с большим уважением к казахам, и помогали казахи чеченцам. Но первое время, первые 3-4 года, когда массово вот все мерли, вымирали просто от голода и холода, никто нам не помогал. Казахи своих детей от нас спрятали, и казахи, и все остальные, потому что им рассказали, что едут люди, которые едят их, детей едят. Поэтому нужно прятать детей. Поэтому нам не помогали казахи. Этот казах начинает там сидит и Кадырову что-то заявляет. Это мы вас там, третье, десятое и так далее. Ну, во-первых, кичиться тем, что ты сделал что-то хорошее, это, ну, вообще несерьезно, особенно если не ты сделал, а твои деды или там отцы твои сделали. А во-вторых, не сделали того, что могли сделать на самом деле. Люди были бедные, я никого не виню, но никого возносить, что нас там кто-то спасал, выручал, я тоже не буду. Это правда. Это настоящая правда. Валейкум ассалам, Казахстан. Аллах, Казахстан. Я надеюсь, меня правильно поймут казахи. Я не хочу никого здесь упрекнуть, что-то сделать. Да, и подружились, и остались, и сейчас породнились, и поженились друг с другом. Уже много чего осталось. Там остались чеченцы. Но тогда никто не помог. Никто. А тем более армяне. Да. Брат, ты в Америке? Нет, я в Германии. Молдаваны вас спасли и охраняли. Ну да, хорошо. И молдаваны, и армяне. Все нас спасали. Только почему-то мы заканчивались всегда. Нас оставалось то 100 тысяч, то 300 тысяч, вообще 500 тысяч. Вот что от нас оставалось. А в Киргизии как было? В Киргизии, я не знаю, юзер, если честно, в Киргизии очень мало чеченцев попало, больше туда ингушей попало. Чеченцев ингушей выселяли. Не могу сказать.
Могу сказать, что все тогда были мужчины на фронте, и киргизы, и казахи, и все остальные. И был голод, и нищета, и трудно, и все боялись. Это тоже правда. Поэтому не сказать, что никто... И русские помогали. Моего отца в школу, первый класс, русская женщина снарядила, помогла, кормила, помогала, поддерживала. Русская женщина. Ее бил ее муж, а ее дети ничего не делали. А моему отцу было 6 или 5 лет. Он начал бить этого человека, видя, что бьют женщину. Она его понравилась, он ей понравился, она его там кормила, одевала, первый класс или второй класс, не помню куда, какой класс там отправил. Поэтому были, конечно, помогали всех. Это человечность. Люди умирали с голода. Вы понимаете, что было? Это был голод. Это было страшно. Брат, извини, конечно, в Грузии же чеченцам дома с мебелью оставляли. Эти люди до сих пор в Грузии живут. Что не было такого? Зураб, я не говорил об нынешней ситуации. Мы речь вели о 44 годе, когда в Казахстан выслали чеченцев. Что вот армяне нам разрешили якобы вернуться. У них такая легенда есть, что Микоян там разрешил, там где-то как-то что-то. И я не имел в виду, что вот сейчас во время войны беженцев принимали. А сейчас в это время и казахи принимали, и грузины принимали. Грузины больше всего принимали. Не знаю, как там насчет домов с мебелью. Например, здесь в Европе, ну, почти все дома, которые вам дают, с мебелью бывает. Но то, что грузины очень много помогли, это факт. Это правда. Так, я вот этих, которые здесь начинают это, с памяти я их буду удалять время-то. Ваша, что ты хочешь сказать, что мы, азербайджанцы, не приняли чеченцы, не первые отправили автобусы для эвакуации ночью народа, или азербайджанцы не воевали за ночь? Эмиральда, я не хочу сказать, что азербайджанцы не помогали чеченцам. Помогали азербайджанцы. И в Азербайджане тоже были, везде были. И выдавали азербайджанцы чеченцев на смерть фашистской России. И грузины выдавали. Именно Саакашвили выдал людей, которых Путин сразу казнил, Россия казнила. Не просто осудила, а казнила, убила. Поэтому помогали все. И речь шла не о том, не сегодняшней ситуации, а Казахстан в 1944 году шла ситуация. И помогали все и предавали все. Тоже было. Вот такая вот она жизнь. Так, друзья, мы уже сколько в эфире? 2 часа 3 минуты. Израиль за Чечню. Шекель. За Ичкерию, да? За Ичкерию только. Не за кадыровскую, вот эту российскую оккупированную. Да. Ассаламу алейкум из Узбекистана. Ва алейкум салам, Узбекистан. Все, давайте закругляюсь, друзья. Кого поддерживаешь? Так, всех поддерживаю. Ты с короткой память о своем отце. Ты русофоб с короткой память о своем отце. Это ты мне, что ли, Ирина? Что-то я не понял. Ты то, что мама, то, что какая-то женщина моего 5-летнего, 6-летнего первый класс отправила отца, ты из-за этого я не должен говорить о военных преступлениях фашистской России? Ты меня извини, конечно, но так не получится, Деон. Салом, Таджикистан, салом, Зубайр. Аслан, здоровья вам, сил, спасибо за эфир. Пожалуйста, пожалуйста. Салам алейкум от Ингушетии. Ва алейкум салам, Казбан, Машуэль.
Все, друзья, на этом я свой стрим заканчиваю. Всего самого хорошего, рада была видеть, хорошего вечера, берегите, спасибо, чертовка, спасибо. Мустан Машуэль. Всего самого хорошего, друзья. Все будет Ичкерия, слава Украине, Господи, благослови Америку. Адикюэль Маш Оэль, Бюсте Валюэль.